прямом эфире программа «Якутск сегодня». Мы выходим одновременно и на телевидение, и радио «Титим» Саха-радиото национальной вещательной компании «Саха». Режиссеры Мария Новгородова и Николай Слепцов. В студии редактор Юрий Сергеев. Здравствуйте. В нашей сегодняшней передаче через некоторое время во второй части программы узнаем о профилактических мерах по заболеваниям ОРВИ, гриппа и среди взрослых, и среди детей. Надо сказать, что заболеваемость по республике растет. Ну а прямо сейчас, завтра, 7 февраля, свое 25-летие отмечает Якутская кадетская школа. О патриотическом воспитании школьников на примере Якутской кадетской школы-интерната мы сегодня поговорим в прямом эфире. Представлю гостей нашей студии. Это офицер-воспитатель Якутской кадетской школы-интерната, старший лейтенант кадетского корпуса Максим Николаевич Заборовский. Здравствуйте. Всем здравствуйте, дорогие зрители, слушатели. А также юные участники передачи. Это Арылхан Прокопьев, старшина кадетского корпуса, учащийся 11 Б-класса, выпускник уже школы. Здравствуйте. Да? Вот. И Соколов Миша, кадет кадетского корпуса, учащийся 7 А-класса. Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Уважаемые телезрители и радиослушатели, напомню, телефоны прямого эфира 32 2066 и 32 1166. Если какие-то вопросы возникнут к участникам телерадиопрограммы, пожалуйста, нам звоните на прямой эфир. Ну, итак, с прошлого года вот Якутская кадетская школа-интернат работает в новом здании. Вот, здание было построено в 2024 году, и вот буквально завтра уже отмечает школа 25-летия вот со дня с ее создания. Ну, и, конечно, и год совпал с юбилейной датой, знаменательным событием, 80-летием Великой Победы, отмечаемой в этом году в нашей стране и в нашей республике. Ну, как говорится в таких случаях, только учитесь, обучайте ваших воспитанников. Ну, наверное, созданы все условия сегодня для этого, да? Я вот думаю, что Максим Николаевич тоже подтвердит это. Да, конечно, безусловно, нежели раньше мы обучались, у нас были такие две школы, поделенные, как бы и первая рота училась в одной, вторая рота в другой. Как бы тоже, как бы все условия были, но по сравнению, что сейчас нашей школы, трехэтажной школы, да, разница колоссальная, все условия, все хорошо, то же самое там спортзал, где проводят доп. Образование, футбол, волейбол, открылось новое в этом году скалолазание, бокс, все на высшем уровне. Пожалуйста, физическая подготовка, да, уже да. Только. Ну и, конечно, учебные тоже. Вот эти корпуса, да, конечно, кабинеты тоже учебные кабинеты тоже, все сразу красиво, все аккуратно, все есть, да, чтобы грызть. Конечно, ну, патриотическому воспитанию, конечно, сегодня особое внимание, приоритет отдается, да, и вот какие все-таки мероприятия вы бы отметили как самые значимые в ушедшем году? Самые значимые мероприятия за этот год, ну вот есть, допустим, как бы они маленько традиционные уже стали, да, понятно, в нынешнее время, то, что, будучи кадеты в 10 классе, они выступают в всероссийском военизированной эстафете «Виват Кадет» Пермь, в Перми, город Перми, а также всероссийский тоже слет всех кадетов СНГ в городе Туапсе. Также еще то, что у нас еще проходят тоже республиканские соревнования, допустим, «Снежный барс», да, который тоже вот постоянно, каждый год мы это проводим в городе Чорапча. Ну, на самом деле их очень много, вот такие вот.
Понятно, да, мероприятий очень много. Я знаю, что, конечно, кадетская школа принимает самое активное участие во всех практически, да, таких республиканских мероприятиях, конференциях, пусть это даже будут, да, и регионального значения, и федерального даже значения. Ну, вот, конечно, проводятся экскурсии, да, познавательные, или поездки, да, организованные вот для учащихся, конечно, с целью патриотического воспитания. Это тоже в плане стоит, наверное, и на этот год то же самое, да, и в прошлом году это было. Да, конечно, допустим, самые такие интересные, вот, будучи 11 класс, вот уже Прокопьев Ралхан, это уже застал это время, он ездил в этом году на Кремлевский бал в Москву, это очень красиво, это очень интересно. Ну, Ралхан. То же самое. Да, несколько слов, пожалуйста, вот об этой поездке в Москву. Эта поездка была очень такой волшебной, такой, как сказать, замечательной. Памятный такой, да? Да, очень масштабное мероприятие международного, как там, класса такого. Значения, да? Да, международного значения. Там участвовали очень много стран, более 30 стран. И вот так. Ну хорошо, мы с Ралханом еще поговорим, и с Мишей тоже поговорим в прямом эфире сегодня. Ну вот такой вопрос бы тоже, да, Максим Николаевич. Все-таки выпускники Якутской кадетской школы уже после окончания, да, школы-интерната сохраняют и, конечно, развивают патриотические ценности. Вот, и, конечно, это все тоже отражается на их жизни в дальнейшем. Да, конечно, они принимают активное участие. Патриотическом воспитании даже, никому не секрет, что каждый год у нас приезжает много силовых структур, которые проводят профориентацию, и также принимают наши выпускники активное участие, будучи уже либо студентами, либо уже работниками разных сфер. К нам приходят и делятся со своим опытом. Также плюс еще, тоже уже будучи уже выпускники, кадеты, наши выпускники уже принимают участие в зоне СВО. Понятно. Ну, вот 25-летие, да, вот отмечаете уже завтрашнего дня Якутской кадетской школы. И вот у нас тоже на экране вот сейчас прошли несколько фотографий, те, кто были директорами этого учебного заведения, да, поэтому история очень богатая, конечно. Ну, об этом надо, конечно, отдельную передачу делать, уже, наверное, и с ветеранами, да, с педагогическим составом, да, кадетской школы. Ну, я хочу вот перейти к нашим ребятам, наверное, все-таки Ралхану. Ралхан, ты выпускник уже, да, 11 класс, ты 5 лет уже все-таки жил, учился. И что дала тебе вот эта пятилетка учебы, закаливания вот в этой кадетской школе, интернате? Прежде всего, кадетская школа дала мне дисциплину, самостоятельность, готовность к военному делу, дало мне патриотизм, любовь к родине. Вот так. Ну вот я смотрю, у тебя на груди уже есть первые награды, медали, различные значки. Вот за что они получены? Может, там на нескольких остановишься? Вот эти медали я получил за участие в научно-практических конференциях, в юноармейских движениях, а также участие в всероссийских и международных мероприятиях. Ну, самый такой запоминающийся есть у тебя, наверное, какая-то? Самая запоминающаяся медаль — это медаль юноармейской доблести 3-й степени. Ну, это как бы гордость, да? Да. В общем-то. Она же несколько степеней. Да. 1, 2, 3. Точно. Ну, в общем-то, эти награды тоже говорят о том, что все-таки, нелегко все-таки было, наверное, за эти годы-то. И были, конечно, некоторые трудности и так далее. Ралхан, если не секрет, конечно, ты уже выпускник практически, да, вот через несколько месяцев покинешь стены кадетской школы, какую профессию выберешь? Уже, наверное, об этом думаешь? Да, вот уже почти собираюсь поступить в Дальневосточный юридический институт МВД. Уже прохожу все медицинские осмотры, уже полностью уже готовлюсь к этому. Ну что, ты уже целенаправленно выбрал, да? Да, целенаправленно уже выбрал. Почему? Причину можешь назвать? Причина такая, что я уже с детства мечтал быть офицером, хотел быть ближе к военному делу. И
И вот сначала поступил в кадетскую школу, потом дальше собираюсь вот в Хабаровск на МВД. Ну, хорошо, мечта довольно-таки, да, и тебе нужно ее достигнуть, и думаешь, надеемся, что ты достигнешь этой своей мечты, станешь тоже офицером, да, МВД. Ну, ты старшина кадетского корпуса, Да. у тебя, смотрю, и лычки вот старшинские уже. А в чем обязанности это входит старшины кадетского корпуса? Ну, обязанности смотреть за порядком, держать дисциплину, подавать пример кадетам. И вот так. Таким образом, да? Да. Вот, ну, например, вот Миша, ну, ты уже сколько месяцев-то? В прошлого года, с сентября, наверное, да, где-то, уже в 7 класс только поступил, вот в 7 А, да, вот, Якутской кадетской школы, и вот как адаптация у тебя прошла? Адаптация поначалу давалась мне сложно, но постепенно становилось все легче. Мне помогали классные руководители, офицер-воспитатель, педагоги и одноклассники. Угу. Миша, ну ты, как говорится, ты выбрал кадетскую школу с какой целью? Что у тебя мечта какая-то, видимо, есть тоже? Про кадетскую школу я узнал от своего друга. Его рассказ меня очень вдохновил, и мне захотелось поступить именно сюда. В будущем мне предстоит выбор о профессии, где я пока что выбираю между пилотом гражданской авиации и сотрудником МВД. То же самое. Ну хорошо. Теперь смотрите, вот, Ралхан, чем отличается вот кадетская школа от обычной, да, общеобразовательной? Вот наша кадетская школа отличается тем, что у нас уклон больше к патриотическому воспитанию, больше к военному делу, а также отличается тем, что в нашей школе обучаются только одни мальчики. Да, и все-таки вот военное дело, ты сказал, да, туда входит что, какие предметы? Ну, военное дело Профили. входят такие предметы, как общевоинская дисциплина, военно-прикладная физкультура, ну, в принципе, все. Ну, там разборка автомата, да, это уже как бы традиционно, наверное, да? Да, Строевая подготовка. И, конечно, строгий режим, наверное, подъем там в 6 утра, да? Да. Как армейский распорядок. Да. Вот как армейский вот распорядок. Я почему об этом так подробно у ребят спрашиваю, потому что, наверное, наши телезрители, радиослушатели, я, конечно, обращаюсь к нашим юным гражданам, может, тем ребятам, которые, ну, желают тоже или мечтают, может, не нынче, так на будущий год, да, вот тоже стать кадетом вот, этой школы. Я думаю, что здесь тоже надо, наверное, об этом говорить. Так, вот, ну, теперь что еще такой вопрос, конечно, учеба в кадетской школе, конечно, свои особенности, да, приближенные к распорядкам, вот, как мы уже говорили, армейским, вот, если можно так сказать, и вот, дисциплина, она, конечно, там на первом месте. Конечно, на первом месте. Вот, и я знаю, что кадеты — это всегда ребята дисциплинированные, как-то вот, ну, относятся очень ответственно, да, к любому делу. Да. Поэтому, например, если взять обычную школу, ну там, ну, гражданский, да, это там совсем другой может быть, да, немножко подход какой-то. Ну, а здесь уже надо сказать, что кадетская школа всегда она этим и отличалась. Так, ну, теперь, что еще хотелось бы такой вопрос задать, вот, касательно, Миша, тебе вот вопрос тоже, и, может, интересно будет для наших начинающих тоже, для тех, кто вот сегодня служит с тобой, да, плечом к плечу, тоже учится. Я почему слово «служит» говорю? Наверное, все-таки это, Максим Николаевич, можно сказать вот так вот, к ребятам относится? Да. Начальная служба, скажем так, все-таки, да? Конечно. Вот, скажи, пожалуйста, все-таки, как ты считаешь, что главное теперь для тебя сейчас? Для меня сейчас главное продолжать саморазвитие. Успехи в учебе, думаю, это самое главное, что сейчас для меня. Также учиться у ребят постарше. А чему ты хотел научиться у ребят постарше? В первую очередь дисциплине, которую не все сейчас соблюдают. Также хотелось бы научиться у них всему, чему они научились в кадетской школе. Ведь я поступил только первый год и только познаю это. В каждом классе есть разная специализация. Допустим, когда у нас вновь прибывшие абитуриенты 7 класса, вот как
как Михаил. У нас вот мы делимся сразу 7 класс, допустим, они барабанщики. Ансамбль духового оркестра, извиняюсь. Ага. Так. Барабанами занимаются. Ага. Будучи уже 8-классниками, когда они переходят, они уже как бы будут тоже на выезда по строевой подготовке, но уже более к таким семинарам переходят, да. В 9 классе, ну, конечно, это экзаменационный класс, мы их практически не трогаем, там только учатся. Мгм. Ну и уже когда 10 класс, там уже у нас есть отряд Альфа, тоже хорошее выступление с самообороной, Мгм. очень красивое, захватывающее зрелище. Ну и также принимают участие уже много при всяких мероприятиях с участием главы, можно так сказать. Да. Да, вот Мгм. этих традиций то же самое, как я ранее уже сказал, что 11 класс, допустим, всегда по традиции ездит 11 класс на Кремлевский бал, это тоже его ждет. Все впереди, да? Все впереди. Михаила. Да. И вот этим вот основам он будет учиться с каждым годом. Мгм. Сегодня он барабан, в следующем году уже будет сам ездить в семинар, сам будет уже преподавать другим школам, как правильно ходить, как ногу поднимать, насколько ее поднимать, под Мгм. каким углом, это уже... Да. Но все-таки вот строевая подготовка занимает, наверное, тоже много времени, да? У воспитанников В кадетской основном, школы. в основном. В основном, да? Ага. Поэтому, вот скажите, Максим Николаевич, вот вы воспитатель, да, офицер-воспитатель, вот если коротко, какие обязанности входят в воспитателя? Обязанности офицера-воспитателя входят то, что уже это именно по направлению, профильное направление, когда уже учителя уже отработают с кадетами, Мгм. они уже отучатся в 2 часа, вот они идут кушать, и мы уже приступаем к делу, вот мы их забираем и начинаем уже по направлениям. Ну, это тоже вот все от распорядка дня зависит, это уже либо строевая подготовка та же самая, либо там Мгм. разборка АКМ, разборка-сборка, РХБЗ, авиационно-химическая, вот. Ну и вот по таким направлениям мы с ними работаем. Ну и, конечно, наверное, На все-таки... каждый день. Ага, наверное, все-таки дежурство, да, какие-то вахты, наверное, обязательно есть такие-то. Безусловно. Где-то на кухне, где-то что-то, да? Безусловно, наряд, да. Наряд, Наряд в смысле? в повороте, Мгм, наряд также мгм. в той же самой столовой, Мгм. дежурные по Школе. школе, да, правильно подметил, нарядов много. Да, тут просили у меня только спросить, да, все-таки у ребятишек, и все-таки вот у кадетов, скажем так, вот, и воспитателя тоже, вот, женщина желает, чтобы ее сын все-таки тоже поступил в Якутскую кадетскую школу. Я сказал, ну, конечно, это очень здорово же все-таки, да. Что бы вы посоветовали вот таким вот желающим и родителям их? Родителям, Мгм. но если когда ребенок станет кадетом, принят присягу, то тут только пока терпение. Наверное, это самое терпение, мужество и силу воли и характера, так как уже они проходят же сначала адаптацию, ну, как правило, это уже сразу вдали от всех Да. родственных душ, от мам, от пап. Тут уже только казарма, и тут уже только вот твое братство. Мгм. Целый взвод, ну, то бишь класс, взвод. Вот они уже твоя семья на последующий год, последующие 9 месяцев учебного Мгм. процесса. Вот, Арулхан, может, ты что-то еще своим опытом поделишься? Ну, хотел бы пожелать, чтобы, что главное, чтобы было желание. Что? Мгм. Ну, самое главное, действительно. Да. Желание. Желание, Мгм. чтобы следили за здоровьем, занимались физической подготовкой. Мгм. Ну, Миша, у тебя тоже небольшой опыт есть, но уже опыт, наверное, да, все-таки? Мне хотелось бы пожелать терпения, хотелось бы пожелать здоровья, успехов в учебе и мотивации. Да, кстати, вот такой вопрос тоже возникает у меня. У вас когда состоится День открытых дверей? Максим Николаевич, если вы в курсе дела. День открытых дверей. Ага. Если не ошибаюсь, 25 января будет фестиваль юной армии. День открытых... Февраля, наверное, да, имеете в виду? Февраля, Мгм. извиняюсь. Февраля, да, день открытых дверей. Мгм. Всех ждем, всех Ну, вот видите, приглашаем. 20. И все уже могут уже своими глазами увидеть всю инфраструктуру нашей кадетской школы. Ну что Всё ж, новое.
Ну вот на этой минуте, уважаемые телезрители и радиослушатели, мы закончим наш первый блок передачи «Якутск сегодня». Сейчас рекламная пауза, и через рекламу мы вновь вернемся в нашу студию и продолжим передачу в прямом эфире. Продолжаем наш прямой эфир. Это «Якутск сегодня». Мои очередные собеседники. Будацыренова Любовь Владимировна, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия, и Галина Александровна Кричко, заведующая приемно-консультативного отделения детской инфекционной больницы. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, слушатели. Здравствуйте. Хорошо. Ну, я тоже обращаюсь к телезрителям и радиослушателям. Телефоны 32 2066 и 32 1166. Вопросы, пожалуйста, задавайтесь. Ну, тема известная сегодня, да, актуальная. Это вот наши инфекционные заболевания, ОРВИ, грипп, коронавирус. Почему коронавирус? Потому что он от нас никуда не ушел, он существует, и заболевания тоже зафиксированы. Вот. Ну, я хочу задать вопрос, конечно, Любовь Владимировне, вот Роспотребнадзор. Какова вот ситуация эпидемиологическая вот сейчас, в данное время, по республике? Ну, Управление Роспотребнадзора по республике как бы уполномочено проводить мониторинг всей инфекционной паразитарной заболеваемости, в том числе всеми респираторными инфекциями. Обычно вот в начале эпидсезона, это вот осень, ну, как бы эпидсезон начинается осенью, заканчивается весной, а не как календарный год. И осенью проводятся профилактические мероприятия для того, чтобы предупредить эту заболеваемость. Ну, вот в этом году у нас была прививочная кампания, мы прививали всех, кого могли. Привили где-то около 48% населения республики, что, в общем-то, не так уж и, ну, как бы много. Вообще такой индикативный показатель есть, что нужно 60% прививать, тогда эффективность этой вакцинации возрастает в разы. Ну и в первую очередь мы прививали там группы риска, детей, беременных, тех, которые имеют профессиональные риски, там типа учителей, медиков там, и так далее, и так далее. В принципе, вот эти вот все группы риска у нас привиты достаточно хорошо. Прививочная кампания закончилась, заболеваемость у нас как бы началась осенью и продолжается по сегодняшний день. Обычно у нас всегда в новогодние каникулы, вот когда мы все дома сидим и особо так никуда не ходим, особенно в этом году, когда у нас там 50 градусов было, да, совсем выходить из дома не хотелось, как бы способствует разобщению и, соответственно, снижению заболеваемости вот респираторных инфекций. Поэтому в этом году у нас вот такое очень хорошее снижение было в новогодние праздники, но сейчас, когда все приступили к учебе, к работе и так далее, значит, контакты растут, заболеваемость растет, ну, в принципе, ожидаемая она, как бы это опять очередной подъем заболеваемости, но из того мониторинга, который на сегодня осуществляется, у нас еще проводится лабораторный мониторинг. То есть мы оцениваем циркуляцию вирусов, респираторных инфекций на территории вот республики, города Якутска. И вот по этому лабораторному мониторингу, если в начале осенью все-таки преобладали у нас респираторные вирусы, потом где-то в октябре, в ноябре шел рост заболеваемости коронавирусной инфекции, вот новой коронавирусной инфекции. И где-то в конце года, там, начиная с 46-48 недели, у нас появились находки вирусов гриппа. Когда начинает циркулировать вирус гриппа, то это вот прогнозируется обязательный подъем, новый как бы такой подъем, рост заболеваемости респираторных инфекций. Разобщение немного помогло, но на сегодня грипп у нас растет, и с каждым годом мы больше находим положительных находок, как вот у нас в рамках лабораторного мониторинга, так, наверное, и обращаемость выросла, да, по поводу гриппа в стационары. И вот на сегодня у нас такой прогноз, что тот подъем, который начался, он продолжится, и уже сейчас более ответственны в этом, наверное, подъеме будут как раз вирусы гриппа. На сегодня у нас отмечена циркуляция всех вирусов, которые входят в вакцину. Это и H1N1, вот, который в 2009 году вот вспышку такую огромную по всему миру была, да, H3N2, который у нас постоянно сезонный, гриппы Б, там, в общем-то. Поэтому все, что входило в вакцину, оно на сегодня действует. Те, кто привился, они правильно сделали, и вот как раз они больше защищены от того подъема, который мы вот ожидаем.
Вот все-таки, конечно, вот вы назвали процент небольшой, да, вот вакцинированных сейчас у нас, да? Вот Ну, осенью, не например, то, это... чтобы небольшой. Тут как бы там есть такие критерии, что для того, чтобы все это было эффективно, чем больше охват как бы населения, тем выше его эффективность получается. Да. А для населения, как бы, ну вот вообще так, это идет 60%. Ну вот такой уровень, который нужно достигать. В этом году мы его не достигли. Но есть еще такое, что там есть группы рисков, в которых мы должны привить не менее 80%. То есть если мы школьников привили на 80%, то значит мероприятие вот в школах как бы заболеваемость не должна очень расти. Также медиков, там больных хроническими заболеваниями, там, ну, в общем, все группы риска. Поэтому в каких-то группах у нас это очень хорошо получилось, как, допустим, медики и педагоги, они практически там 98-99% привиты. А дети у нас привиты там на 86%, тоже хороший показатель. А вот некоторые группы, там, где, вот где лица с хронической патологией или лица старше 60 лет, там проценты вот прямо впритык, как бы, ну, к тому уровню, который нужен. И вот, анализируя заболеваемость, которая вот сейчас возникает, в общем-то, хочется сказать, что те осложнения, которые на сегодняшний день развиваются, они развиваются как раз у лиц старшего возраста и с букетом, ну, как бы, своих хронических заболеваний. У них тяжело уже протекает эта инфекция, протекает тяжело, с осложнениями, ну, и даже вплоть до летальных Кстати исходов. говоря, летальный исход ведь зафиксирован, да, если так? У нас есть такой, да, Есть случай, такой да. случай. В этом же году, по-моему, уже Да. произошел такой летальный исход. Человеку предлагали прививаться, он не привился, заболел, попал в больницу, ну и с осложнением не справился. Вот, Галина Александровна, вы сказали вот сейчас прямо, что нужно, конечно, все-таки прививаться в положенный срок, в положенное отведенное время, правильно, да? В сентябре, в октябре, где-то, может, в ноябре, да, уже осеннего периода. Вот, а что показывает вот сейчас вот детская инфекционная клиническая больница, какова сейчас ситуация с детским вот гриппом, заболеванием у детей? Значит, начало заболеваемости было со взрослых у нас, да? Больше выявляемость была среди взрослых. У детей чуть позже мы начали обнаруживать в большом количестве вирусы гриппа, что они более защищенные. Да, потому что они более защищенные. Они, как правило, заражаются от родителей, плюс они никуда не ходили на работу в праздничные дни, а родители ходили. Посещают. Да. И что хочется отметить, то, что все случаи положительные по гриппу были не привитые дети. Среди тех, что у нас были, привитых с гриппом положительных не было. Это все были непривитые дети, да. Поэтому... Ну и раз они попали в стационар, то, естественно, Да, это уже со вторичным инфицированием в виде бактериальной инфекции. Сам по себе грипп, конечно, протекает обычно благоприятно, 3-5 суток лихорадки. Единственное, что потом слабость до 10 дней или до 2 недель может сохраняться. Вот у детей как протекает вообще эта болезнь? Вот какие-то первые симптомы и так далее. Вот обычно родители говорят, там 2-3 дня и пройдет, там антибиотики начинают там ребенку, да, предлагать и так далее. Вот что-то давайте посоветуйте-ка в этом случае, что нужно делать. Конечно, когда ребенок, вообще человек болеет гриппом, очень большой соблазн начать антибактериальную терапию, потому что классическая клиника гриппа, она разворачивается стремительно и остро, высокая лихорадка, выраженная интоксикация. Ну, что это значит? Боли в мышцах, в суставах, да? Слабость, да, головная боль, головокружение. Температура, да? Температура 38-40 градусов, да? Это для классической картины вот этого эпидемического гриппа, который постоянно циркулирует. Там период от заражения до заболевания составляет несколько часов или до 2 суток, да? То есть буквально пришли сегодня откуда-то, с утра проснулись все дома больные, да, все температуры, вот вся семья, вот обычно такая история бывает, когда заболели гриппом, да? Кто-то не температурит, у кого-то может насморк, а кто-то вот температурит, но, как правило, это и есть вспышечные вот эти вот очаги гриппа, из которых к нам дети приходят, да, и вот если мы говорим про маленьких детей до 1 года, то у них, как правило, клиническая картина-то разворачивается стертая. У них может не быть высокой лихорадки, но у них более выражена будет именно общая вялость, отказ от еды, какая-то капризность, да, может быть небольшие катаральные явления по типу насморка, покашливания. И, казалось бы, с такой картиной они должны легко болеть гриппом, но, к сожалению, в силу несостоятельности иммунитета часто наслаивается вторичная бактериальная инфекция, которая в их случае является причиной тяжелого течения. Они в основном поступают с гриппом и с пневмонией, или с бронхитом, или с отитом, в общем, с осложнениями поступают гриппа. А дети в возрасте
года до 4 лет как раз разворачивают больше респираторные проявления. То есть у них дольше кашель, выраженный кашель, чаще спускается пониже в виде бронхита, да, и может сохраняться кашель до 10-14 дней, а самочувствие, в принципе, неплохое быть, да, а непосредственная температура тоже 3-5 дней. Да? А если мы говорим про взрослых уже и детей постарше, это, как правило, классика, непривитые болеют с высокой лихорадкой и выраженной интоксикацией. Да. И, значит, что можно еще сказать про... Одним из симптомов гриппа, помимо высокой температуры, является боль за грудиной и жжение за грудиной, потому что вирус как раз-таки садится вот здесь и вот здесь, на трахею. Да? Люди обычно сразу пугаются, потому что боятся пневмонии. Но на второй день от начала заболевания крайне маловероятно пневмония, как правило, это явление трахеита. Да? Вот боль за грудиной и боль в мышцах, ломота в мышцах, это вот признаки гриппа практически 100%. Да. А все-таки вот профилактики, да, меры профилактики все-таки вот есть, и какие вот наиболее эффективные, может, вы можете назвать, да? Вакцинопрофилактика. Да, вакцинопрофилактика. Самый первый, самый такой, который помогает избежать всех осложнений и защитить человека, это все-таки вакцинопрофилактика. Как индивидуально, так и вот как популяцию. Поэтому это первое. Ну, естественно, не специфические меры профилактики. Мы же всегда говорим, как только начинается подъем, мы всегда говорим, ограничьте, пожалуйста, контакты, носите маски, мойте руки. Значит, если вы чувствуете, что у вас что-то не то, не ходите, ребенка в садик не отправляйте. Но вот в садах на сегодня у нас как бы в рамках санитарных правил есть такое мероприятие, когда мы их разобщаем. Если в группе, в классе 20% детей не посещает по симптоматики ОРВИ, то, значит, этот класс или группа приостанавливает свою деятельность. Ну, дети обычно, школьники на дистант уходят, им дистанционное образование предоставляют, а вот в садиках, в общем, там, получается, конкретно группа закрывается. Это все направлено на то, чтобы разобщить. Если у нас одна группа, как говорится, подвержена, если мы ее разобщили, то уже детский сад, он как бы, получается, защищен. Мониторинг вот этого посещаемости всегда вот возлагается, ну, на воспитателей, на медиков, которые в детских садах и в школах, и мониторируется в очень жестком режиме. Если все вовремя успеть сделать, то вот это вот как раз приостанавливает дальнейшее распространение. Вы же помните, когда был коронавирус, когда нас всю страну посадили на карантин, у нас вообще заболеваемость исчезла. Как и респираторная, так и кишечная, там, и так далее, и так далее. Вот это эффективность разобщения. Меньше контактов было, да? Вообще маски, не было контактов. Да, и поэтому, да. Практически не было. Да. Это там, конечно, новая инфекция была, ни у кого не было иммунитета, и там контагиозность очень высокая, да, получается. Поэтому такие вот прямо глобальные меры, они помогли вот нивелировать такой вот резкий подъем, да, вот заболеваемости. Все-таки растянули немножко, врачи успели подготовиться, стационары смогли обеспечить там и так далее, и так далее. Но самое главное, что вот этот опыт показал, что разобщение, маски, они помогают приостанавливать распространение инфекции. Ну, самолечение, да, все-таки это же противопоказано, я считаю, да? Да. Вот насчет антибактериального, вот да. Скажите, что не надо. Все-таки в первые 3 суток практически любого заболевания, если у вас нет признаков точно, что это бактериальная инфекция, ну, грубо говоря, вот просто люди из толпы возьмем, как мы можем понять? Ну, как это определить? Это только определить врач же может, да? Кто может понять, что у него точно бактерия? Это тот, у кого есть ангина гнойная, да? Все остальные люди не знают, у них бактериальная или вирусная инфекция. Поэтому в первые 3 суток лучше не начинать принимать антибиотики. Потому что, принимая антибиотики, вы подавляете те бактерии, которые борются с вирусами. Да, борются с вирусами, а садятся на эти голые дыхательные пути поврежденные те, которые к этому антибиотику будут уже нечувствительны. И получается, вам придется другой антибиотик подбирать, а может быть, если это ребенок, так вообще в больницу ложится. Поэтому необоснованной антибиотикотерапией лучше не заниматься. А если у вас есть подтвержденный случай гриппа, тогда у нас, конечно, препарат прямого действия, это осельтамивир, да? Против гриппа, только против гриппа. Против ОРВИ других не используется. Иногда люди думают, что вот есть такой противовирусный препарат, и мы его против всего, он против всего работает. Нет, он работает только против гриппа, а его нельзя принимать в остальных случаях, потому что вирусы обмениваются между собой цепочками своих генетических кодов, и они могут однажды просто выработать устойчивость к этому препарату, если мы будем его бесконтрольно принимать. Поэтому его только в случаях гриппа принимаем мы. Ну и любое ОРВИ и грипп, важно отдыхать
не перенапрягаться, не напрягайте больную маму гриппом, да, не заставляйте ее убираться, она должна отдохнуть. Если это дети, тоже не надо ждать, что они будут бегать, прыгать, играть, пускай полежат, да, и побольше пить. И запомните, что лихорадка, если ребенок или человек чувствует себя удовлетворительно до 38, если он может спокойно с этим жить, не стоит ее сбивать, потому что это иммунная реакция. Она существует для того, чтобы не только ухудшить ваше самочувствие, но и всех вирусов и бактерий, что внутри она тоже уничтожает. Поэтому в принципе, бояться лихорадки не стоит, она помогает выздоравливать. Именно стоит переживать, когда она неблагоприятный характер принимает. Да. Все-таки вот я хочу вернуться к прививкам, да, все ли могут прививаться, потому что, ну, в зависимости от возраста и так далее. Когда вот, помните, вот коронавирусная инфекция была, ведь там многих же не прививали, там побочки и так далее, вот. А в гриппа, по-моему, это не учитывается, или все-таки здесь обязаловка? Вы знаете, тут, наверное, надо просто... Коронавирус у нас начался в 2020 году. Да. Вакцинацию мы получили где-то в конце 2021 года, да, считайте, ну, да? Так, ага. Это все-таки было, ну, такое усилие ученых там и так далее, и так далее. Но она все равно свою лепту вот снижение заболеваемости внесла. То есть проэпидемичивание населения после прививок все-таки произошло, и вот такой массивный рост все равно приостановили, да? Но грипп-то мы принимаем уже, извините, я, наверное, всю жизнь его принимаю. Ну, в том-то да, и дело, да. да. Вот, поэтому, во-первых, вакцина, она вот за все это время, она только улучшается, Да. становится более безопасной, более эффективной там, и так далее. Поэтому на сегодня вот вакцина против гриппа, она действительно вот самая легкая, самая без осложнений, как говорится, да, самая эффективная. И почему приходится вот, ну, люди говорят же, вот мы, например, вот от дифтерии прививаемся раз в 10 лет, типа защищены там и так далее, и так далее. Потому что грипп, вирус гриппа, он имеет такое свойство, что он меняется. Ежегодно там что-то немножечко меняется. И поэтому вот тот состав штаммов гриппа, который входит в нынешнюю именно вакцину к этому эпидсезону, она вот как раз прогнозируется и учитывается, что будет циркулировать. И попадания у нас практически 100% на сегодня. И поэтому, учитывая вот этот вот дрейф, который вот в этих штаммах там и так далее, необходимо каждый год прививаться, потому что вакцина каждый год новая. Да. Новая. У нас остается совсем немного времени до конца эфира, где-то минута, может быть, да, чуть больше. Ну, что посоветуете, что сейчас, на что нужно обратить внимание и взрослым, и, конечно, родителям, чтобы дети не болели? Ну, как мы уже сказали, это не посещать места общественных сборов с признаками ОРВИ, да, это вакцинация. Если вы не успели вакцинироваться осенью, вы можете все равно вакцинироваться сейчас. Не Даже стоит... сейчас можно, да? Ну, потому что у нас обычно еще вот бывает подъем вот такой вот зимний и еще весенний подъем, Да, как бы. весенний Поэтому, подъем. в принципе, можно получить прививку. Но она у вас уже на следующий год не будет защищать, осенью все-таки надо Да, будет. осенью надо будет ревакцинироваться. Поэтому, да. Ну что, поэтому нужно вакцинироваться своевременно осенью. Маски и ограничить контакты. Да, и ограничить контакты. Вот на этой ноте, уважаемые телезрители, радиослушатели, мы закончим нашу сегодняшнюю телерадиопередачу «Якутск сегодня». Спасибо за внимание. Провел передачу редактор Юрий Сергеев. До свидания, всего доброго. Не болейте, берегите